В эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. На реализацию национальных проектов в Якутии в этом году будет предусмотрено более 24 миллиардов рублей. Это значительно больше, чем в прошлом году. Об итогах прошлого года, о том, в каких направлениях реализация национальных проектов оказалась наиболее эффективной, каковы критерии оценки и какие задачи стоят в этом году, обо всем этом мы поговорим с Майей Даниловой, министром экономики Республики Саха-Якутия. Майя Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, каковы все-таки основные итоги по реализации нацпроектов в Якутии в 2019 году. Меня обычно спрашивают, что такое национальные проекты, чем они отличаются от других мероприятий, да, тех же государственных программ. И здесь вот нужно четко определять для себя, да, что национальные проекты — это те мероприятия, которые на федеральном уровне определены как приоритетные. Да. Они направлены на реализацию указа президента страны о национальных целях и стратегических задачах. Если, допустим, все регионы в той или иной мере как-то ранее осуществляли эти осуществляли различные мероприятия, которые направлены на повышение качества жизни, да, то сейчас эти мероприятия, они воздвигнуты в национальный приоритет, по ним определены 12 национальных проектов, кроме этого есть комплексный план развития магистральной инфраструктуры, да, и все это направлено на достижение национальных целей, которые определены указом президента от 7 мая 2018 года. А если говорить о Республике Саха-Якутия, то если по стране это всего 78 федеральных проектов, да, в составе национальных проектов, это очень сложная структура, то республика участвует в 52 федеральных проектах, это достаточно большой показатель, и по всем этим проектам, в том числе региональным проектам, установлено 126 показателей, и мы в прошлом году по 119 показателям выполнили свои свои цели, которые были определены, согласованы с федеральными органами власти. Конечно, это просто цифры, да, цифры, и важно, конечно, как человек ощущает, да, насколько действительно повысилось качество его жизни, были ли построены дороги, переселился ли он из ветхоаварийного жилья, насколько ему помогли различные пособия, да, которые в рамках нацпроекта демографии, пошел ли его ребенок в новый детский сад, новую школу. Многие ощутили действительно. И если говорить о макропоказателях, это, конечно, снижение уровня бедности. Да, это одна из национальных целей, которая поставлена президентом страны. И в прошлом году нам удалось добиться снижения по оценке до 18,2%. Если вы помните, то 2 года назад это было 20%. Это, конечно, самое большое, наверное, достижение. Но кроме этого, это увеличение продолжительности жизни, снижение смертности, это то, что зафиксировано, допустим, в таком национальном проекте, как здравоохранение. Самые результативные из направлений нацпроектов в 2019 году? Самые результативные, конечно же, это в большей степени самые ресурсоемкие проекты. Это жилье и городская среда, на которые было направлено существенное количество средств, безопасные и качественные автомобильные дороги и нацпроект демография. По нацпроекту жилье в прошлом году удалось переселить, да, из ветхоаварийного жилья более 1300 человек, это 38 тысяч квадратных метров, это больше, чем мы планировали. Например, по людям это в 1,7 раз больше, по площади, если брать, это более чем практически в 3 раза больше площадей удалось ликвидировать. И до 2024 года, конечно, задача еще сложная, еще более напряженная, это 1 200 000 квадратных метров жилья нужно ликвидировать и дать возможность 61 тысяче населения переехать в большое, красивое, просторное жилье. А второй проект, такой вот эффективный, это безопасные и качественные автомобильные дороги. Наверное, многие ощутили это и жители городской агломерации, да, когда 25 километров автодорог в городе Якутске было отремонтировано, а по всей республике это 148 километров этих автодорог. И если такие вот брать вехи, это обеспечение круглогодичного проезда по автодороге Абалах. Эта автодорога отремонтирована участками на УМНАС, и в Кабяй, автодороге в Кабяй были проведены работы, и в этом году они должны быть завершены. На нацпроекты выделяются очень большие деньги. Вот в 2019 году все ли средства были освоены?
На 2019 год было выделено 12,5 миллиардов рублей, из них освоено 18 миллиардов 720 миллионов, это 91%, но там технология такова, что основной объем неосвоения был связан, так называемое неосвоение, это средства по программе переселения из ветхоаварийного, которые запланированы на 2 года, то есть они безболезненно переносятся на следующий год, то есть на 2020 год эти объемы, потому что их просто невозможно освоить в течение 1 года. И поэтому по всем тем мероприятиям, по которым были риски неосвоения, была проведена работа по переводу этих средств на те же цели в 2020 году, то есть те же самые мероприятия будут реализованы уже в текущем году. Вот если бы не национальные проекты, все то, что сделано, могло бы оно реализоваться в республике в течение года? Да, если бы не национальные проекты, скорее всего, нет. Потому что республике пришлось бы изыскивать свои ресурсы на реализацию, на строительство тех же социальных объектов. Да. Например, мы в этом году построили, в прошлом году, да, имеется в виду, построили 53 социальных объекта, ввели. Из них 22 объекта это по национальным проектам. Конечно же, темпы строительства объектов были бы ниже, потому что, учитывая федеральное финансирование, оно приходит в соотношении 99% федеральный бюджет и 1% это региональный бюджет. И здесь бы, например, видно это все на примерах, да? Школа в Битюне, она введена в рамках национального проекта, она в течение нескольких лет то входила в бюджет наш инвестиционный, то снималась в связи с тем, что средств не хватало. А благодаря национальному проекту в прошлом году этот объект был введен. И, конечно же, для жителей этого населенного пункта села Битюнь Амгинского улуса это большой праздник. Кроме этого объекта, еще в этом селе был введен универсальный спортивный зал для адаптивных видов спорта в рамках 7-х спортивных игр в Амгинском улусе. И, конечно же, это все комплексно, да, помогло значительно повысить качество жизни именно в Амгинском районе. А существует ли какой-то рейтинг среди регионов по реализации нацпроектов? Если да, то какое место занимаем мы? Официального рейтинга пока не существует. Есть поручение президента страны о том, чтобы оценивать работу региональных администраций по реализации национальных проектов. Каждое ведомство, допустим, тот же Минтранс, да, Росавтодор у себя делает ведомственный рейтинг. Я думаю, что у Министерства здравоохранения есть такие рейтинги, у Министерства образования. Совокупного такого общего пока рейтинга нет, но, возможно, он появится. Но надо сказать, что в прошлом году были внесены изменения в систему оценки эффективности губернаторов, да, это высших должностных лиц, и было определено 14 показателей, по которым оценивается степень реализации 204 указа. И еще раз хочу подчеркнуть, что 204 указ это не только национальные проекты, но это в том числе и другие какие-то комплексные мероприятия, да, в том числе, допустим, новая государственная программа комплексного развития сельских территорий, которая тоже в 2020 году начнет реализовываться в республике. А как осуществляется контроль за расходованием средств и кто осуществляет мониторинг? Эффективности? Да, мониторинг достаточно жесткий. Мониторинг осуществляется федеральным органом власти в единой системе, да, это так называемая система электронного бюджета. Электронный бюджет, и она позволяет оценивать ход, да, освоения федеральных средств. Но для нас, конечно, более важны показатели, да, которые будут достигнуты в ходе реализации мероприятий, национальных проектов. И в этом году также будет разработана информационно-аналитическая система, в которой будет виден ход реализации национальных проектов. Но жители республики и Российской Федерации в целом в стране могут также посмотреть информацию о реализации национальных проектов на сайте, который называется «Будущее России».
И на этом сайте тоже все структурировано по национальным проектам. Можно на карте увидеть, как продвигаются те или иные национальные проекты. Но в Республике Саха-Якутия у нас будет своя аналитическая система. И сейчас вот она находится на стадии доработки, и в ней тоже видно, буквально вот на той неделе принимали эту систему в работу, значит, в каком каждом населенном пункте, какие мероприятия национальных проектов реализуются. Это будет очень интересно, я думаю, что в скором времени это будет доступно населению республики. Распространение коронавируса, сейчас падение цен на нефть, все это очень сильно влияет на мировую экономику, на экономику России, естественно, отражается на экономике нашего региона. Как-то это повлияет на реализацию нацпроектов? Действительно, вчера на основных мировых фондовых рынках, биржах было отмечено падение. Это падение и цены на нефть. Вслед за этим, конечно, упали акции основных нефтяных компаний, обвалился курс рубля, но по заверениям, и в принципе это на самом деле в течение многих лет делалось в Российской Федерации, да, Министерство финансов Российской Федерации говорит о том, что фонд национального благосостояния, который формировался в течение последних 5 лет согласно бюджетному правилу, сейчас в таком состоянии, что может обеспечить выполнение всех социальных обязательств и гарантий, в том числе исполнение поручений президента Российской Федерации, среди которых, конечно, и 204 указ, это самое основное, и в том числе реализация национальных проектов. Мы оцениваем, ну и видим, да, что и Министерство финансов Российской Федерации об этом говорит, что фонд национального благосостояния составляет примерно 9%. Это валового внутреннего продукта страны, достаточно большой объем. И, конечно же, в течение нескольких лет исполнение бюджета будет стабильным. Может быть, вопросы какие-то возникнут в отношении нескольких таких проектов, которые находятся в листе ожидания, да, то, что еще не запланировано. По ним, конечно, риски высокие. Если говорить о тех проектах, которые уже есть, то по ним уже четко есть понимание и о том, что проекты будут реализованы, запланированные. Немного, возможно, будет корректировка, она будет касаться закупки импортного оборудования, да, потому что это будет связано с курсом национальной валюты. Есть, конечно, уверенность в том, что новое правительство найдет консенсус вместе с Центробанком, да, и будут согласованные действия и на валютном рынке. Будет, конечно, зависеть от ситуации с коронавирусом, насколько Китай быстро оправится от последствий эпидемии коронавируса и восстановит свой спрос на энергоносители. Да, это первично сейчас. Насколько это быстро произойдет. Мы, конечно, надеемся на более позитивный сценарий. Ну и какие приоритетные задачи стоят в 2020 году в Якутии по реализации нацпроектов? В 2020 году нам необходимо будет реализовать существенные меры, связанные с демографией. Это финансовая поддержка семей с детьми, потому что если, например, в прошлом году на данные меры было направлено 1 900 000 000 рублей, да, и мы помогли более 12 тысячам семьям, то в этом году на эти меры направлено 4,5 миллиарда рублей, а всего на нацпроект демография 6,6 миллиардов рублей. Это существенные объемы, да, и мы рассчитываем, что более 14 тысяч семей получат поддержку. Для нас почему это важно? Потому что это борьба с бедностью, единовременные пособия на первого ребенка, да, ежемесячные пособия, которые сейчас установлены, это в первую очередь повышение доходов наших самых таких вот уязвимых слоев населения, это многодетные семьи. Пособия также сейчас же будут не до 1,5 лет, а до
3 лет, да, а для тех, у кого доходы на уровне одного прожиточного минимума, еще и пособие увеличится детские с 3 до 7 лет. И пособие будет составлять половину прожиточного минимума. Для нас это, конечно, вот самый-самый такой шаг в поддержку доходов населения. Это первое. Второе, продолжится реализация программы переселения из ветхоаварийного жилья. Да. Мы должны будем переселить более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году. И по безопасным и качественным автомобильным дорогам тоже стоит серьезная задача. Если в прошлом году это было 148 километров, то в этом году 205, это плановый показатель. Но самое важное здесь не только в том, что ремонтируются эти автодороги, а в том, что устанавливается в том числе и оборудование фото- и видеофиксации, и в результате сокращается смертность на автодорогах. И далее, значит, сокращается смертность населения в трудоспособном возрасте, да, то, что является очень критичным для Республики Саха-Якутия. В этом году мы также, если переходить на нацпроект здравоохранения, должны будем реализовать мероприятия по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. В прошлом году было 5, в этом году уже 18. ФАПов должны будем ввести. В этом году это вот тоже такой существенный шаг вперед. Мы строим кардиологический диспансер, да, который будет введен в 2021 году. Строим онкологический диспансер, который будет в 2023 году введен. Поэтому здесь большие объемы средств необходимо будет освоить. Большое спасибо, Майя Андреевна, за интересный содержательный разговор. Это было актуальное интервью. Всего доброго.